Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Ленский мост позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем. Новый мост свяжет федеральные автомобильные дороги Лена и Колыма с автодорогой Вилюй, то есть фактически восточную часть России с побережьем Охотского моря. О ходе строительства мостового перехода через реку мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Артем Артемьев, генеральный директор дирекции по строительству Ленского моста. Артем Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала поговорим об актуальном. Безусловно, вся республика сегодня в периоде прохождения весеннего половодья. Я знаю, что строители и площадка Ленского моста готовилась. Как готовились, самое главное, как пережили, если это можно так назвать. Ну, в целом, да, у нас паводок прошел в плановом режиме. Все основные конструкции моста у нас выдержали паводок. Есть моменты в части технологических проездов. Но это, в принципе, ожидаемо, то есть мы это проектом предполагали. Напомню, что проект у нас разрабатывал один из лучших институтов Гипростроймост Санкт-Петербург, который выполнял проектирование как Крымского моста на остров Русский, поэтому в этой части компетенций у проектировщиков достаточно. Были разного рода толки, что там что-то затопило. Давайте опровергнем или подтвердим. Насколько я знаю, там немножко что-то через защитную дамбу для дороги перелилось, правильно? У нас сама дамба выдержала паводок. У нас началось технологический проезд. Через него у нас, ну это у нас, скажем так, как я сказал, ожидаемо. То есть как только вода спадет, дорога будет восстановлена и, соответственно, работа будет продолжена. Собственно, давайте об этих самых работах и поговорим. Насколько я понимаю, сейчас одновременно работы идут сразу на двух берегах, и на левом, и на правом. Вот о каждом из них, и на правом, и на левом, что происходит у нас с мостом? Ну, я напомню, что у нас проект ведется реализация в 3 этапа основных. 3 это подготовка. Первая — подготовка территории, второй — это сам мост и правобережный подход, и 3-й этап — это левобережный подход. По всем этапам мы разработали проектно-сметную документацию и прошли государственную экспертизу. В октябре 2024 года начались работы по основному этапу, это сам мост и правобережный подход. Начались работы по буровым работам левого берега стороны Старой Табаги. И на сегодняшний день работы развернуты сразу на обоих берегах. С левой стороны у нас 2 площадки технологические. Левая сторона имеется со стороны города Якутска, со стороны Старой Табаги. О, хорошее уточнение. Да, здесь у нас ведется сборка основных металлоконструкций кофердамов наплавных. С правого берега ведется ведется работа по отсыпке со стороны федеральной дороги, примыканию по основному ходу, и на площадках ведется изготовление арматурных каркасов для бурно-бивных свай. Собственно, про эти самые сваи, когда увидим первый. Но я, насколько понимаю, сейчас можно бесконечно говорить о том, что мост строится долго, дорого, никогда мы его не увидим, но как только появится первая свая, я думаю, все сомнения отпадут. Когда мы эту такую прям масштабную сваю увидим уже? Ну, на самом деле уже установлено порядка 80 уже свай. Установлено? Да, они хорошо. у нас по уровню находятся ниже уровня текущего грунта, поэтому визуально они, конечно же, не видны. Да, но вместе с тем мы увидим тело опоры, то, что будет уже сверху. Это уже будет в этом году. Планируется до сентября. До сентября. Да. Про кофердамы вы затронули. Давайте немножко поговорим про это сооружение. Для нашей республики это новое слово в строительстве мостостроения. Но я, насколько знаю, эти конструкции применяются практически, по России уже давным-давно. В частности, возможно, на Крымском мосту они применялись, на строительстве острова Русский. Что за конструкция, как собирается и когда мы ее увидим в русле реки? Ну, на самом деле это новое не для Якутии, это в целом для России. Для России новое? Да, то есть это впервые используется в российском мостостроении. Так. Металлические кофердамы, наплавные кофердамы, они необходимы для того, чтобы создать сухие рабочие зоны в русле реки Лена. Ну, так называемые, можно сказать, как бочки. Они прямо сейчас ведется сборка одного из кофердама под опору номер 10. И мы планируем где-то в июле, когда будет по большой воде, вывести в проектное положение, установить его и, соответственно, начать работу уже по буровым работам. По центральный, допустим, пилон у нас будет установлен порядка 208 свай при диаметре 1,5 метра и глубиной до 40 метров, по боковым по 102 сваи. То есть вот этот кофердам, это, я насколько понимаю, конструкция, которая устанавливается в русло реки. Вода оттуда выкачивается, вот там, где устанавливается кофердам, и что происходит дальше? Ну, дальше засыпается инертным материалом, в данном случае песком. Потом в каждом кофердаме есть свои кондукторы под каждую сваю. И, соответственно, сверху уже будет буровая техника работать и устанавливать под каждую свою
выполнять работы по каждой свае. То есть кофердамы изначально были вот тем самым проектом задуманы при разработке, насколько я понимаю, да? Да, у нас это техническое решение прошло государственную экспертизу. Данное решение было принято для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проход ледохода, ежегодного ледохода. Артем Николаевич, коротко вы затронули, что первые мостовые опоры увидим к осени этого года. Какие в целом планы работы на 25-й? Ну, в этом году у нас основные — это сборка 3 кофердамов под 3 основные опоры. Один из кофердамов будет выведен в проектное положение. Будут продолжены работы по буровым, по бурению, установке свай и, соответственно, выполнение работ по телу опоры. Также продолжатся работы по отсыпке по основному ходу со стороны федеральной дороги, со стороны Хаптагая до моста. То есть, если говорить о том, что вот сами очертания моста, к какому сроку можно будет вот на Табагу приехать и увидеть, что там уже есть две такие... Еще раз? На Табагу мы летом, в августе, условно, мы увидим кофердам в реке и выполнение работы уже по буровым работам. На 26-й, на 27-й года какие планы работ? Есть ли они сегодня? Работы есть, конечно же, они запланированы. У нас поручение президента завершить строительство моста до конца 2028 года. Поэтому то, что вы сказали, вот, непосредственные работы с двух берегов, очертания появятся со следующего года. Артем Николаевич, давайте, конечно, поговорим и о том, кто занимается строительством моста, сколько человек работает на технологических площадках, привлекаются ли местные подрядчики и на какие виды работ? Ну, на сегодняшний день у нас концессионером является группа ВИС, генеральным подрядчиком ООО «Висстрой». Мы все понимаем, что самих мостостроителей у нас в Якутии нет, но вместе но вместе с тем группа ВИС максимально привлекает местных подрядчиков именно по выполнению работ как по переустройству инженерных сетей, как завоза инертных материалов. Поэтому в этой части у нас сейчас на сегодняшний день работают порядка 200 человек на объекте, и около половины это местные. Как самих работников, так и техники. Поэтому в этой части у нас такие компании, как компания ТЭСК, Титан, Север плюс Восток, Сахаспиртдострой, другие. Все, в общем, подрядчики, насколько я понимаю, опытные, так или иначе задействованы в строительстве дорожной сети. Артем Александрович, еще одно интересное ноу-хау в строительстве моста было — это размещение заводов на местах строительства рядом с Ленским мостом. С чего решили использовать такое решение и как оно, собственно, повлияло на ход строительства? Ну, действительно, у нас на 2 берегах установлены 2 бетонных завода. Данные заводы, они специальные, то есть они будут изготавливать ту марку бетона, которая будет использована на основных пилонах моста. Там используется непростой бетон, высокопрочный, и там должна быть соответствующая морозостойкость. Поэтому в этой части здесь как раз-таки качество материала поставляемого здесь очень важно для строительства моста. Сегодня еще много говорим о том, что Ленский мост может стать не бесплатным. Есть ли сегодня понимание того, собственно, будут ли что-то взимать с автомобилей? Ну, сам мост у нас строится по концессионному соглашению. Название называется платным. Но вместе с тем платность будет в отношении грузовых машин. Для легковых машин мост будет бесплатным. Ну, это не может не радовать, Артем Николаевич. До 2028 года стоит задача президента страны завершить строительство моста. 2027 год, насколько я понимаю, должен стать уже таким предфинальным. Наверное, следить за тем, как мечта многих якутян воплощается в реальность, и чувствовать себя причастным к проекту немножко сейчас это и про вас, насколько я понимаю, да? Вот приезжая сегодня на технологическую площадку, что вы чувствуете, что вы видите? Ну, я сам родом из Амги. У меня родители буквально вчера приехали из Амги. На пароме пока? На пароме, да. И они простояли в очереди 5 часов. И, соответственно, всегда задается один вопрос: Артем, когда будет мост? Поэтому в этой части, конечно же, причастность к этому глобальному вековому строительству для всей республики очень важно для меня. Максимально все усилия предпринимаю, чтобы он поскорее был введен. Ну что ж, это не может не радовать. Будем ждать и надеяться. Уверен, что уже в 2028 году, 2029 с радостью проедем по новому Ленскому мосту. Артем Николаевич, спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы и пришли к нам в студию. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.